Не успел Конституционный суд принять решение, касающееся отмены закона о русском языке, как представители унионистических и проевропейских партий организовали показательную порку в ходе публичных слушаний, прошедших в пятницу 22 января в Бельцах. Вместо обсуждения вопросов о присвоении бельчанам статуса «почетный гражданин» и о функционировании муниципального совета на протяжении 1,5 часов муниципальные советники и местная исполнительная администрация, подогреваемые советником-унионистом и депутатом от ППДП, обсуждали языковой вопрос. Однако в отсутствие примара Рината Усатова, призвавшего ранее голосовать за прорумынского кандидата Майю Санду и утверждавшего, что языковых распри это не вызовет. Явный сторонник унионистов, канцельер Серджио Бурлаку был тем, кто поднял этот вопрос, громко заявляя о том, что все представители публичной власти должны изъясняться исключительно на румынском языке. Sper pe final să moderați ședința în limba de stat, în limba oficială, limba română. Dumneavoastră, apropo, sunteți funcționar public și există lege cu privire la funcționar public. Republica Moldova este un stat unitar, majoritar locuit de băștinași moldoveni, iar limba moldovenilor este limba română. В зале по счастливой случайности оказалось много человек почтенного возраста, которые изъяснялись только на румынском. Более того, основные вопросы, а именно вопросы, касающиеся предоставления статуса «почетный бельчанин», их не интересовали. În primul rând, trebuie să știți ce înseamnă limba moldovenească și ce înseamnă moldovean. Așa națiune nu este și nu există limba moldovenească. По не менее счастливому стечению обстоятельств на заседании присутствовал и депутат от платформы «Достоинство и правда» Арина Спатару. Она не только участвовала в разжигании конфликта на языковой почве, но и совместно с журналистами телеканала ТВР Молдова транслировала сие действо в прямом эфире. В дебатах приняла участие канцельер от блока АКУМ Елена Бардиану. Она возмутилась тем, что авторы проекта использовали синтагму «молдавский язык», в то время как, по ее мнению, государственным языком в Молдове является румынский. V-ați consultat și ați văzut că potrivit articolului 13 din Constituție și anume aliniatul 1, în interpretarea Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, limba de stat este limba română. В это же время стало понятно, что в партии Рината Усатова не знают о том, что государственным языком является молдавский язык. Муниципальный советник Краевская заявила, что даже в парламенте не определились с тем, как должен называться официальный язык государства – молдавским или же румынским. Другой же советник от нашей партии Станислав Белоусов заявил, что государственным языком в Молдове является румынский. Atât timp cât încă administrația publică centrală și mult onorabilii noștri deputați n-au stabilit în legislație care este limba și cum se numește ea, eu consider că formula optimă pentru punctul 6 este de a introduce limba de stat și alte limbi de circulație pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. Limba de stat и limba română, eu sunt de acord. На разжигании конфликта на языковой почве Бурлаку не остановился и потребовал, чтобы в муниципальных советах и прочих слушаниях в обязательном порядке присутствовал европейский флаг. În ceea ce vizează simbolistica, eu solicit ca în cadrul ședințelor Consiliului Municipal, în săli, în sală să fie inclus în mod obligatoriu și drapelul Uniunii Europene. Вячеслав Зеленецкий, муниципальный советник от ПСРМ, заявил, что государственный язык молдавский и потребовал сохранения этого языка, так как это язык, позволяющий общаться советникам между собой. Eu știu limba moldovenească destul de bine, но молдовенеască, это мое личное мнение, о нем спорить не будем. Дальше перейдем к тому, что русский язык в данном случае, не говорю какой-то статус его, но это язык, на котором между собой может пообщаться гагауз, молдаванин, украинец. Я ще разумею лимбу украиняна. И если я перейду на украинский, как он со мной будет общаться? Он вынужден будет перейти на русский. Понимаете? Поэтому я вам скажу так, что надо оставить без изменений, поскольку это язык, который дает нам возможность общаться между собой. И не надо это дело политизировать. Давайте будем работать и заниматься тем, что в городе. Напомним, закон на русском языке стал камнем преткновения еще в 2018 году, когда Конституционный суд, контролировавшийся на тот момент олигархом Плохотнюком, отменил закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР. В декабре 2020 года парламент принял новую редакцию данного законопроекта, вернув русскому языку его статус. Тем не менее, Конституционный суд нового созыва, по мнению экспертов, на сегодняшний день контролируемый новоизбранным президентом Майей Санду, выступил против принятия данной инициативы. В итоге 21
января 2021 года Конституционный суд признал закон недействительным.